Сегодня спасатели отмечают профессиональный праздник страны. День выбран не случайно. 27 декабря 1990 года считается датой образования Министерства чрезвычайных ситуаций. В честь праздника в Главном управлении МЧС по Коми наградили отличившихся сотрудников, ветеранов, почтили память погибших при исполнении служебного долга. По итогам года ведомство занимает второе место в рейтинге поддержки населения, уступая только борющимся с коронавирусом врачам. Ольга Коняева о тех, кто всегда приходит на помощь. Сыктывкарский спасатель Евгений Головатов – водолаз и альпинист. Специалист-универсал в профессиональном конкурсе стал вторым по России. На посту больше 10 лет. На его счету 130 спасательных операций только в этом году. 11 из них под водой. Это поиск людей, подъем транспорта. Каждое действие продумано до мелочей, при том, что решение принимается на месте и оперативно. От каждого шага зависит чья-то и собственная жизнь. Подледная работа, поиска, подъема. Своя специфика, соответственно, подготовка своя. Приходится намораживать лед, потому что оборудование наше тяжелое очень. Можно со всем оборудованием идти, просто проломав лед. Вырезание майн, соответственно, установка большой палатки, обогрев, наладка оборудования, проверка оборудования. Спасатели там, где нужна помощь. В завалах, в дыму и огне, на потопах и в дорожных авариях. Группировка всех спасательных подразделений в Коми – это больше 4000 человек. Хочу поздравить весь личный состав территориального гарнизона с Днем спасателя. Пожелать им несгибаемого здоровья, бездымного будущего, негораемого профессионализма и нетлеющего оптимизма. В уходящем 2021 году на контроле МЧС по Коми были две чрезвычайные ситуации – разлив нефти на Колве и вспышка африканской чумы на сельхозпредприятиях. Почти 4000 экстренных вызовов, 2500 человек получили оперативную помощь, 380 спасены. От имени главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба я тебя лично поздравляю вас с профессиональным праздником. Быть спасателем – это особая миссия. Это постоянная готовность рисковать собой ради спасения тех, кто попал в беду. От вас требуются не только знания и навыки, но и мужество, умение принимать решения в экстренных ситуациях. Ведь от этого зависит безопасность, а иногда и жизнь людей. Ведомство, созданное в переломное для нашей страны время, стало одним из символов стабильности и надежности в эпоху перемен. Сегодня здесь трудятся и спасают жизни настоящие профессионалы и патриоты своей Родины. Лучшей государственной инспекцией по маломерным судам России признан наш Центр ГИМС по Коми. Обстановка на водных объектах республики была напряженной, люди продолжают тонуть. Но спасено больше, чем в прошлом году. 28 человек, из них 13 дети. Благодаря комплексной профилактической работе исключены аварии с маломерными судами. Все сотрудники Центра ГИМС – это люди увлеченные, люди, которые болеют за свою профессию, которые, несмотря на погодные условия, несмотря на наш северный суровый климат, они всегда на водных объектах, они всегда выполняют профессионально свои служебные обязанности. В летний период они обеспечивают безопасность людей судовождения на водных объектах. В зимний период они обеспечивают ту же самую безопасность людей на льду. В этом году увидела свет книга памяти МЧС России. В издании вошли более 450 имен погибших на посту спасателей. 9 из них – наши земляки. Память о них почтили сегодня минутой молчания. Свой профессиональный праздник спасатели, как и всегда, проведут на боевом посту. А впереди новогодние праздники и время, когда большинство отдыхает, оперативные службы всегда начеку. Ольга Коняева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.